Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу про спорт. Ингушский дзюдоист Адам Тичоев стал серебряным призером престижного международного турнира серии Grand Slam, проходившего в столице Таджикистана. В весовой категории до 81 килограмма Тичоев продемонстрировал высокое мастерство, одержав несколько уверенных побед и уступив лишь в финальном поединке. Турнир в Душанбе собрал 226 спортсменов из 27 стран, став значимым этапом в международном календаре дзюдо. Для Тичоева это уже не первый успех на международной арене. Ранее он становился победителем Кубка Европы и финалистом юниорского чемпионата мира. Серебряная медаль на турнире приносит спортсмену не только престиж, но и ценные рейтинговые очки. Алматы вновь стал ареной громких побед. С 30 апреля по 1 мая там прошел масштабный турнир по грэпплингу, собравший борцов из разных уголков мира. Среди триумфаторов Арсамакова и Юнус Дахкильгов продемонстрировали силу, характер и школу, которая говорит сама за себя. 4 братьев Арсамаковых, воспитанники Юсупов JJ Team, показали по-настоящему семейный подход к победам. Муслим Арсамаков взял золото в категории до 84 килограммов. Амин Арсамаков завоевал серебро в категории до 60 килограммов. Ибрагим Арсамаков отличился бронзой в той же весовой категории. Ахмед Арсамаков уверенно занял 3-е место среди кидс в категории до 47 килограммов. В Кисловодске проходил турнир по плаванию «Весенние старты Северного Кавказа». Сборная Республики Ингушетия по плаванию под руководством президента Федерации плавания Ингушетии Амирхана Мальсагова принимала участие и привезла с собой 3 медали. Несмотря на серьезную конкуренцию, по итогам всех заплывов наши спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Магомед Угурчиев завоевал 2 серебряные медали. Бронзовую медаль завоевал Мухаммад Шадиев. Ингушский дзюдоист Хасан Пугоев завоевал серебро на всероссийском турнире памяти Героя России Дамира Шаймарданова. Турнир собрал около 130 спортсменов из 22 регионов страны. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 66 килограммов. На пути к финалу он одержал победу над Данилом Мальяновым, Всеволодом Киселевым и Егором Карипановым. В решающем поединке Пугоев уступил Левону Нерсисяну из Санкт-Петербурга. Хасан Пугоев продемонстрировал высокий уровень подготовки и волю к победе, подтвердив статус одного из перспективных дзюдоистов страны в своей весовой категории. Во Дворце спорта «Магаз» прошли соревнования по спортивной гимнастике. Об итогах расскажет директор Академии гимнастики Исмаил Индиев. Исмаил, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Приветствую вас в студии программы «Про спорт». А как известно, совсем недавно во Дворце спорта «Магаз» прошли соревнования, в частности, республиканское первенство по спортивной гимнастике. Расскажите, сколько было участников, как прошли соревнования? Да, действительно, накануне на базе Дворца спорта мы провели большие, красивые, интересные соревнования по спортивной гимнастике. Это мероприятие привлекло много юных спортсменов, порядка 250 участников, которые боролись за звание лучшего гимнаста. И соревнования у нас проходили в 2 разделах. Это общефизическая подготовка, это для гимнастов начальной категории, которые недавно начали заниматься. И для более профессиональных ребят они выступали уже по юношеским разрядам. Это 3-е, 2-е и 1-е разряды. И по итогам соревнований, помимо того, что они заняли соответствующие места на пьедестале почета, они еще защитили свои разряды, и совсем скоро получат соответствующий документ, зачетную книжку, где будет отмечен этот результат. Вот среди 250 участников сколько определилось победителей? В каждой возрастной категории, в каждом разряде по 2-3 победителя. То есть мы в первую очередь это детские соревнования, и мы на этом очень сильно акцентировали внимание и старались сделать так, чтобы максимальное количество детей могли что-то заработать и тем самым поддержать их стимул, мотивацию заниматься и тренироваться дальше. Потому что в первую очередь это на сегодняшний день это детский спорт. Вот как директор Академии гимнастики, какую оценку вы дадите прошедшим соревнованиям? Нет предела совершенству. Я, как человек, который в этом хорошо разбирается, вижу много недочетов и, разумеется, понимаю, что нужно с каждым мероприятием расти. Но для обычного обывателя, зрителя, судя по отзывам,
Это мероприятие было очень интересное, очень красивое, и самое главное, детям понравилось. Но также хочу отметить, что мы ежегодно проводим 4 внутренних соревнований, и открытых, и внутренних, и с каждым разом и наш опыт, и опыт тренеров становится все лучше, и организационная составляющая мероприятия, соответственно, растет. А долго спортсмены готовились к этим соревнованиям? Вообще, так как у нас 4 соревнования в год, у нас, можно сказать, подготовительный цикл, он в принципе всегда идет. Не прекращается? Не прекращается, но дети тренируются соответственно программе, и там есть также временной цикл, где акцент делается на общие упражнения, где акцент делается на уже более профессиональные упражнения на снарядах. В гимнастике, наверное, многие, которые нас слушают, не знают, там 6 спортивных снарядов, и на каждый снаряд нужны свои подводящие упражнения, где-то нужна сила, где-то ловкость, где-то координация, и поэтому программа тренировок составлена таким образом, чтобы ребенок в любой момент, в любой период мог уже выступать на соревнованиях. В нашей республике много спортсменов, которые У нас занимаются? около 1000 спортсменов. За 7-8 лет нашей деятельности через наши двери прошли около 20 тысяч детей. И дальше в какой вид спорта? Чаще есть такой момент, у нас развиты традиционно боевые виды спорта. Это и вольная борьба, и дзюдо, и бокс, и так далее. И чаще всего родители приводят детей на гимнастику, чтобы укрепить их базу, чтобы потом перевести их в другой вид спорта. То есть они год, 1,5 года, 2 года посещают нашу секцию, то есть они от нас получают то, что им необходимо, и дальше уже передают детей уже в другие единоборства. По факту мы выполняем самую сложную работу, мы дисциплинируем детей, мы их учим командам вправо-влево, мы их растягиваем, работаем над координацией, работаем над их физической подготовкой. Даете основу? Да, даем основу. Вот гимнастика — это как первый класс для школьника. То есть ребенок там учится читать, и все эти навыки, которые он приобретает в первом классе, он уже в дальнейшем по жизни использует. Также и в гимнастике. Навыки, которые дает спортивная гимнастика, они ему пригождаются вообще в спортивной карьере и, в принципе, в жизни в целом. А много у нас тренеров и какая у них квалификация? У нас на сегодняшний день 18 тренеров по спортивной гимнастике. Также мы сталкивались с такой проблемой, что гимнастики раньше в республике не было, соответственно, не было и специалистов. Мы привлекаем хороших профессиональных специалистов центральных регионов, и тем самым закрепляем за ними местных ребят, которые уже имеют большой опыт в акробатике, в уличных видах спорта, такие как паркур и воркаут. То есть у них, получается, есть база. Мы их переквалифицируем в тренеров, закрепив за профессиональными тренерами, и тем самым воспитываем своих ребят. Федерация гимнастики России часто проводит семинары по повышению квалификации тренеров. Мы регулярно туда выезжаем и повышаем квалификацию наших тренеров. И получаем соответствующий документ государственного образца, что наши тренеры квалифицированы и имеют право работать с детьми. Смотри, вот у нас в республике очень хорошо развивается борьба, бокс, М1. Можем ли мы сегодня сказать, что хотя спортивная гимнастика не так давно начала развиваться в нашей республике, какие темпы вы набираете? Я скажу вот следующее. Тренеры, хорошие профессиональные тренеры, которые разбираются в спорте, когда к ним приводят на борьбу 6-7-летнего ребенка, они перенаправляют на гимнастику. И вот на ваш вопрос я отвечу чуть позже. Хочу сказать, что дети, которые сегодня успешно выступают в тех же самых единоборствах, они выходцы из гимнастики. Тренеры сами это отмечают. И я вот в новостной ленте, в новостной повестке чаще вижу наших воспитанников. И вот на уровне, если сравнивать традиционные виды спорта для республики и гимнастику, к сожалению, многие еще родители не знают, что у нас есть такой вид спорта, и многие не понимают, что такое гимнастика. Но, алхамдулиллах, количество тех, кто понимает, и количество тех, кто уже отдает на гимнастику, становится все больше.
Асмаил, какие планы на ближайшую перспективу, какие соревнования? Мы вот в конце мая у нас планируется 2 выездных соревнования. Это в Нальчике соревнования и в Москве всероссийские соревнования. Туда мы планируем выехать со сборной нашей командой. Хочется также отметить, что это не первые наши выездные соревнования. Мы регулярно уезжаем. Был опыт выступлений и на международных соревнованиях, где наши дети также успешно выступали и завоевывали первые места. Также хочется отметить, что мы постоянно расширяемся. Ввиду того, что гимнастика развивается, желающих становится все больше, нам приходится расширять географию. Мы находимся во всех, кроме Джейрахского, во всех районах. Мы есть в Малгобеке, 2 зала в Назране, в Троицком, в Карабулаке. И на следующей неделе мы открываемся в Далай-Андале в Магасе. То есть родители уже более осознанные, родители понимают, есть спрос, нужно создать предложение, чем мы и занимаемся. Я желаю вам удачи, успехов в этом и побольше чемпионов. Аллах риясхал баркал. Благодарю за интервью. А теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Петербургский «Зенит» со счетом 2-1 обыграл Пари Нижний Новгород в домашнем матче 27-го тура «Мир российской премьер-лиги». Встреча прошла на «Газпром-арене». Московский «Спартак» на выезде сыграл в ничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура «Мир российской премьер-лиги» и потерял шансы на победу в чемпионате в этом году. Виннипег со счетом 4-3 во втором овертайме обыграл Сент-Луис в 7-м матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Московская «Динамо» дома со счетом 3-1 обыграла Челябинский «Трактор» в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на ВТБ-арене. Россиянка Александра Горячкина поднялась на 4-е место в рейтинге Международной шахматной федерации ФИДЕ. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на 10-ю строчку. Мексиканец Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира по боксу. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде, он выиграл у кубинца Уильяма Скула единогласным решением судей. Российский боец смешанного стиля ММА Александр Шлеменко планирует провести поединок 12 июля в Омске на турнире промоушена «Шлеменко Fighting Championship». На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.